2021 год навсегда войдет в историю театра юного зрителя Ингушетии. Впервые за 22 года его существования здесь пройдет масштабный капитальный ремонт. В рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» работы уже начаты. К ремонту специалисты приступили еще в августе прошлого года. Здесь предстоит основательное переустройство всего пространства. Ремонт зрительного зала, подсобных помещений. После обновления здание театра, построенное в советское время в качестве дома культуры, кардинально преобразится. Будет заменена крыша, изменится фасад театра. Зрители порадуют и новое фойе. Его проектировкой занимались приглашенные дизайнеры с Краснодарского края. Мы убрали стены, оставили вот эти арочные проемы, чтобы немножко дальше вот этот холл продолжить центральный сюда, немножко воздуха дать, чтобы зритель тоже мог бегать здесь. Там гардероб будет и вот центральный вход, как он был, только мы его немножечко расширим, центральный вход в зрительный зал. Будет благоустроена и внешняя территория, прилегающая к объекту. Появится кафе, фонтан, парковка. Будут созданы все удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Зрители также порадуют новый просторный зал, рассчитанный на 300 посадочных мест, а артистов комфортные гримерки, о которых раньше они могли только мечтать. Ведь на протяжении нескольких десятилетий они работали в приспособленном помещении. Тяжело, конечно, в приспособленных помещениях, потому что не все помещения, допустим, по техническим своим параметрам, да, подходили под наши нужды. И поэтому было очень много и замечаний со стороны проверяющих организаций, да, там те же самые пожарники, МЧС, которые очень много говорили, что вот это вот тут нету, этого нет. Того нет. А сейчас мы его решили привести в надлежащее состояние. К строительным работам на данном объекте привлечены 6 бригад специалистов. Ремонт данного объекта у нас второй этаж уже почти больше половины работ уже завершены. Штукатурка закончена, электромонтажные работы закончены. Сейчас у нас ведутся работы по кондиционированию и вентиляции. На данный момент мы укладываемся в график и даже постараемся опередить этот график. Ведутся работы в пристройке, там уже делают кладку. В нижних этажах сейчас тоже мы разобрали все стены и заново начинаем сборку стен. И дальше начнутся дополнительные работы. Располагаться в этом здании, как и прежде, будут коллективы театра юного зрителя и Русского музыкально-драматического театра. Здесь будет отведено место для работы 3 цехов по производству костюмов и декораций. Здесь второй этаж, он, в принципе, тоже для административной части театра. Здесь будет и бухгалтерия находиться, и администраторы все, которые будут работать для зрителя. Вот. Здесь также и кабинеты для актеров тоже будут находиться. То есть вся эта, ну, как бы кабинетная вот часть. Цеха там сзади. Сзади. Здесь вот вы видите, да, уже второй этаж практически отштукатурен. Также Министерством культуры региона было закуплено дополнительное оборудование для театра. Поступит оно уже по окончанию ремонтных работ. Общий объем средств, выделенных на капитальный ремонт ТЮЗа, составляет более 130 миллионов рублей. Для нас основная задача была это обеспечить комфортные условия для нашего подрастающего поколения при посещении объектов культуры. Театр юного зрителя – один из самых активных участников театрального процесса в Республике Ингушетия, который ставит большое количество спектаклей, проводит основные мероприятия выездного характера, принимает участие во всех ведущих и главных фестивалях отечественной театральной жизни. Поэтому, понимая и осознавая важность обучения и приучения детей с раннего возраста к культуре, мы приоритетно поставили задачу именно капитальный ремонт этого здания, потому что дети с детства должны привыкать ценить и понимать, и осознавать хорошее, прекрасное и красивое. Ну, тем самым воспитывать зрителя, который будет уже проходить более старшие взрослые театры, так скажем. Это наш Русский государственный музыкально-драматический театр, здание которого тоже планируется построить в городе Магас, Ингушский национальный драматический театр имени Базоркина.
Улучшение условий объектов культуры – одно из приоритетных направлений развития Ингушетии. Об этом не раз говорил глава республики Махмуд Али Калиматов. У нас дети-то, им надо куда-то прийти, объединяет это, чтобы они учились музыке, чтобы они читали книги. Мы остальное все даем в семье. Они должны всесторонне развиты быть и понимать, что мир огромен. Он не только в селе, не только в республике нашей. Он еще за пределами и очень огромный. Ну а если говорить о капитальном ремонте театра юного зрителя, то завершить все работы специалисты планируют до конца декабря 2021 года. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.